Замерзли же все. Ничего. Поздно, ждете так. Здравствуйте. Здравствуйте. Құрметті Нұрсұлтан аға, Тоңдапсыңдар ма қондарыңызды? қош келдіңіз Қостанай жеріне. Алдағы желтоқсан айының 1-ші жұлдызында өтетін сайлауда Қостанай халқы сізге бір кісідей дауыс беруіне біз шын жүректен тілектеспіз. Рахмет, бақытты болыңыз. Мы рады приветствовать вас на нашей Костанайской земле. И по нашему традиционному обычаю примите хлеб с солью. Хлеба много у вас на это? Будет, но до нового урожая хватит. Балдаш мал давай. Да? Давай. Так, Ешь хлеб. Разрешите? Қостанайлық көріп жатырмын. Қостанайлықтарға айтатыным, әр уақытта түсінігіміз, әр уақытта жүргізіп жатқан саясатты қолдау қостанайлықтарға әр уақытта маған сездіріп отырған жағдайлар бар. Осында жылы қарсы алып, лебізі көрсетіп тұрғандарыңызға көп рахмет. Шын жүрегімнен жақсылық, игілігі тілегімді айтқым келеді. Басқа әңгіменің бәрін кейін айтармыз. Рахмет ағай. Нурсултан Ибиш, с каким настроением, с каким настроем прибыли на Кустанайскую землю? Очень хорошим настроением. Как вас встречать? Как идут встречи? Ну, вы, наверное, видите по телевидению, по радио, как идут встречи. Что интересует казахстанцев? Какие вопросы задают? Какие проблемы? Это настолько большой вопрос. В коротком интервью, я думаю, невозможно сказать. Сегодня, завтра побудем в Кустанае. Я надеюсь, что у меня будет возможность... Звук шел? Я же вижу. Привет. Видите, как я часто стал к вам приезжать? Второй, да? Второй раз в этом году. Да, это редко бывает, второй раз, да? 2 раза. Тураға 8 ай болды бүгін келгенімізге біздің Қостанайдың Қайдағы өлкесіне. 8 ай? Да, марттың 21 күні келгенсіз. Барсам ба екен, бармасам ба екен деп ойланып келдім, биыл болдым ғой деп Қостанайда, бірақ та тағы да бір Көне кездесіп. қаласында осының 21 кешке келгенсіз. Мінекей бүгін 8 ай тура. Қай айда? Март айында, наурыз айында. Al jigitler qo'zg'almanglar, qo'zg'almanglar. Qo'zg'almanglar. Belki yuradi. Так, генерал впереди, как и положено.
Ассалаумағалейкум, Мират. Келіңіздер. Аман сау жүріп жатсыздар. Қуаныштымыз келгеніңізге біздің жерге. есен ағай Қалдарың жақсы. Амандық. Бұл кімнің несі мынау? Нанмен тұз береді. Біздікі ма? Біздің салтымыз бар ма осындай? Енді көреміз телевизордан сөйтіп жатқаныңызды. Нұрсұлтан аға, мынау Қостанай жеріне қош келдіңіз. Енді Сұлукөл асыл тұқымдарына қой совхозына келіп тұрсыз. Лебізіңізден берсеңіз сайлаушыларыңызға. Алдымен көрейік, содан кейін барып айтамыз лебізін. Бір жағында қалақ киіп тұрғаны, бір жағында кимей тұрғандар қарай. Сәлеметсіздер, қалдарыңыз жақсы. Совхоздардың аудан бойынша. Ну что, будем смотреть, да? Жиналғандарыңызға көп рахмет, спасибо, что собрались. Пенсионер қазір, ветеран, ребят алып, мистарян деген. Ғазиз деген ағамыз. Мамбетова деген, мынау Қартайған деген ағамыз. Бәрі жұмыс деген. Зейфердің Бенгард Александрович пенсионер, кавалер орден деген. Герман Михайлович деген кавалер орден деген. Мынау атамыз Қабдуали деген. Ассалаумағалейкум, қалыңыз. Рахмет айтқаныңыз. Жиырма жүредім осы ауданға дейін. Осы жолы. Сіздердің жерлестеріңіз Асанбаев маған көп жатыр. Ол жағы да бар. Бірге істейтін болып жатыр. Рахмет кездескендеріңізге. Мына жерде Малды қойып. Жастықтар бәрінде ағаш отандар. Қалекасының былтыр болған осындай 43 мың бар. 43 мың бас. Ағал енді шатырғыны 19-20 мың. 20 мың. 21 мың дейін. 21 мың. 21 мың. Былтыр 19 мың. 22 мың алдыңдар. 22 мың 114 бодан алды. Ал енді негізгі көрсеткіш бұның үшін жағдай. Сосын анау тұқымды жағдай біздің. Ондай бағамен жеңді көз беріп. Соның нәтижесі 10 миллионнан артық. Мынау енді егін болған жоқ. 1 мың тонна, 1 мың тонна. Бұл республикада Қандай қойлар сіздерде? австралийский, а өзіміздікі северо-казахский мирымыз, тонкорунный дейді. Ал енді мынау өзі қазір бізде болып жатқан. Қазіргі? Мынау қазір болып жатқан, бірақ бұдан енді артық болуға тиісті. Бұрынғы болғаны, ол өте төменірек нашарлауда. Мынаның ұзындығына байланысты болды ма? Мынаның ұзындығына байланысты, сосын мыналар бірдей болу керек. Сосын бұл бір байланыс, мынандай кір болмау керек. Сонда көп. Ол неге байланысты кір болмайды? Оның жиропотына байланысты. Жиропот әдемі болса, сосын неғұрлым тығыз болса, мынағұрлым содан мынау шабыт. Жуынады ғой бұның бәрі. Жуылғанмен Мынау таза ғой. онда таза әдемі. Бұның тазалығы. Қошқарларымыз мынау шатамыз. Келесі жылға. Енді айтайын дегенім қазір қанша процент қаны бар? 50% австралийский қаны бар. Неғұрлым австралийский миллионский қанын дұрыстасақ, сонда бұның бағасы жақсы болады. Қазір осы соңғы жылдары 4 жылға айналды, аукцион арқылы сатылады. Ең жоғары 70 мың. Жартыға ма? Өйткені бұлар енді климаты да басқа, көп ақшылық жер,
А шетелде ондай жоқ. А мы сами не можем банк? Біз енді осы қазір мынандай Можем, мы делаем и проводим искусственное осеменение от этих вот высокопородных. Но их мало. Они очень дорого стоят. 30 тысяч долларов. Вот два австралийца. Породные австралийские города. Можно, а? 12,1. 12 чисел. 120. Да, масса. Но уход за ними, конечно, высокий. Вот он занимается. 12 килограмм на барана? Теперь Чисто. я хотел бы отметить, Николай Трифонович, вот это у нас результат творчества наших вот чабанов, которые здесь стоят, и научных работников Северного Казахстана. Фермер или в аренде? Аренда, да. Аренда результат. Северо-Казахский мерин. Наш. Автор породы вот этот завод. Наш завод автор. А он мы еще увидим? Да. А завтра такие драхмы. Şilav, Adnan birazdan da. Где Николай Петрович? Hadi bastım. Senin baskıda bastık mı? Мен бұнда міне. Бағыттың қайырлы болып, қадамың қайырлы болып. Рахмет, мына кісі. Мынаны қарағым өліп қалмай, қалтаңа сақ қойсын. Мен итірмін, мен қазақ балдарына шығып Қалайша айтар сөзден жалтаралам, жұртым бар
арқалаған сөзі сыңса күміспен қаптағандай ниетің ел үмітін ақтағандай 300-дің бас бүрлігін көтерелің кешегі қана былай сақтағандай тілейміз құт береке орнасын деп алакөз ауыл алауыздық болмасын деп қостанай қарттарының тілегі сол аруағы бабалардың қолдасын деп қостанай қарттарының тілегі сол аруағы бабалардың қолдасын деп Кәне, бұлай жол беріңіздер кең бәрі. Нужно там держать, вон, без. Не, там держит, значит. Девушки, больше не малышами. Малышами машины, нет. Альби, ну давайте дорога. И нас тоже. Выше. Давай там, где-нибудь выше надо идти. А чего вы не хлопаете? В черном плаще кожаном. Давайте помашу. Здрасте. Николай Трифонович. Президент сайлауы болатынын жақсы білесіздер. Бүгін президенттікке кандидат Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы біздің ортамызда. Біздің қуанышты күніміз. Қазір сөз Нұрсұлтан Назарбаевқа беріледі. Құрметті ағайын, ауданның әр түкпірінен келіп мені қарсы алып, жылы лебіз білдіріп, көңілдеріңізді көрсетіп жатқандарыңызға шын жүрегіммен рахмет айтып, осы Сұлукөл ауылының, ауданның түкпір-түкпірінен келген барлық сіздерге, сіздер арқылы барлық Қостанай облысының ауыл шаруашылық қызметкерлеріне, тұрғындарына шын жүрегімнен сәлемімді жолдап, көп рахметімді айтқым келеді. Уважаемые земляки, большое спасибо вам за чувства, которые вы выражаете сегодня, встречая меня здесь. Наверное, давно уже ждете. И я с первых минут своего пребывания на Кустанайской земле ощущаю теплоту отношений сердец, чувство большого доверия. И хотя нередко бываю в Кустанае, но в вашем районе, в вашем хозяйстве не приходилось быть. Я слышал, что первые руководители республики вообще никогда не бывали здесь. И вот решили приехать сюда встретиться с вами. За ваши чувства, за ваши отношения, за эту встречу. Всем вам большое спасибо. Я желаю вам всего самого доброго в вашей жизни. Вам известно, что
Верховный Совет нашей республики принял закон о всенародных выборах президента, и населению нашей многонациональной республики предстоит 1 декабря впервые в своей истории избрать всенародного президента Казахстана. Это исторический факт, он не определяется тем чьим-то личным желанием. Это сейчас то, что назрело в нашем обществе, не потому, что в других республиках избирают, а потому, что суверенный Казахстан стал выходить с другими государствами на экономические и политические взаимоотношения. Если мы будем строить в Казахстане демократическое правовое государство, самым серьезным признаком проявления демократизма является избрание всем народом своего президента. Мы переходим на новое состояние экономики, на рыночную экономику. Это процесс нелегкий, но это путь, по которому прошел весь мир. Поэтому эту нормальную экономику нам надо строить. А мы с вами привыкли много лет к другой системе, к другой работе. Переход этот будет болезненный. Поэтому надо казахстанцам определиться, с кем он пойдет через это трудное время. Поймите, что не самое лучшее время сейчас для выборов президента баллотироваться. Я понимаю всю тяжесть, которую придется на своих плечах вынести, отвечая перед вами за состояние жизни в нашей республике. И эта ответственность вдвойне труднее, потому что есть доверие казахстанцев. Вот я уже 10-ю область объезжаю, везде бываю на селе и в городе. Поэтому, дорогие соотечественники, что я могу вам сказать? Я не новичок, я уже сейчас ваш президент. Больше года я работаю на этом посту, как первый президент Казахстана. Моя работа вам известна. Мои выступления, мои мысли и идеология, и политика, которую проводит казахстанское руководство, вам тоже известно. Поэтому мне разворачивать какие-то перед вами программы нет необходимости, поскольку все мои мысли опубликованы недавно в печати после выступления 15 ноября в Алмате. Но на некоторые вещи хотел бы остановиться. Хотя трудно нам жить, по всей стране идут сейчас раздоры между народами внутри республик, между республиками, льется кровь. В мирное время более 600 тысяч беженцев, людей, побросавших свои обжитые места, дома, нажитое, что у них было, бедствуют. И в это трудное, хаосное время самая многонациональная республика, наш Казахстан, сохранил свое спокойствие, и все население работает. Это признается всеми другими республиками, всеми народами. Это вызывает уважение к Казахстану во всем мире. Я считаю, что в это трудное время это наша с вами безусловная заслуга, и мы можем этим гордиться. Это первое. Второе. Мы не только не дрались, не ругались с другими республиками, мы в это трудное время приобретали друзей. Нас приглашали как посредников, потому что верили в той политике, которую мы проводим. Мы провозгласили равенство всех людей, невзирая на национальности, невзирая на вероисповедание, партийность и так далее. Человек рождается только человеком, когда рождается от матери, только потом он начинает узнавать, какой национальности. Многонациональный Казахстан всегда жил в дружбе, добрых взаимоотношениях, никогда не делил людей по национальному признаку, никогда не унижал. И на этих путях есть возрождение самого казахского народа. Если будет согласие, если будет уважение к народу, можно решить все проблемы. Все остальное это будет драка, это будут раздоры, некогда будет заниматься экономикой. Это второе. И третье, самое важное, чего мы достигли в это трудное время, впервые в истории Земли, в истории государств, первое государство Казахстан и его первый президент издал указ о запрещении испытания ядерного оружия. Это великое дело для всего мира. Из 5 крупнейших полигонов мира один из них закрыт. Я надеюсь, что весь мир последует нашему примеру. И дальше даже
Вы все ездите по всем республикам, областям, бываете, знаете, что жизнь сейчас не очень хорошая, хвалиться нечем. Однако, несмотря на это, мы в Казахстане не допустили резкого снижения потребления продовольствия. Это тоже благодаря всем вам, всем казахстанцам, благодаря проводимой нашей политике, это тоже признается во всем мире. Поэтому, что я хочу сказать? Поскольку мы стоим сейчас на территории сельскохозяйственного предприятия, замечательного совхоза Сулукольский, и вот его жители здесь находятся, хорошо работают. Идет рыночная экономика. Что это такое для села? Что я могу вам пообещать? Я думаю, мы не будем ничего разрушать, как делают многие. Все совхозы и колхозы, которые работают рентабельно, обрабатывают себя, создают нормальную жизнь и дают продукцию казахстанцам, эти хозяйства имеют право на жизнь. Мы не будем их разрушать. Но другой вопрос. Внутри хозяйств должны создаваться кооперативные организации, арендные коллективы, крестьянские хозяйства. То есть каждый человек, живущий на селе, если хочет он иметь свое собственное дело, открыть ферму, иметь крестьянское хозяйство, он должен иметь на это полное право. Мы ему должны предоставить такую возможность, чтобы каждый человек отвечал сам за себя. Но я должен сказать, что у нас есть и убыточные хозяйства, которые, допустим, на 500 000 производят продукцию, а выдают зарплату на 1 000 000. Таким хозяйством жить невозможно будет, потому что никакой дотации отныне не будет. Сельское хозяйство, государство, Казахстан, наша республика будет обязательно помогать по всем делам, потому что это сельское хозяйство. Мы будем вести эту политику, но для этого надо, чтобы в казне были деньги, чтобы люди работали. Всем убыточным хозяйствам, не только сельскохозяйственным, но и промышленным, придется задуматься, как им дальше жить. Промышленности, по приватизации жилья, торговых точек, бытовых учреждений, акционирование крупных предприятий – это тот путь, по которому идет весь мир. Почему мы поворачиваем на этот путь? Потому что мы оказались на 55-м месте среди 160 государств. Другие обошли нас со всех сторон, потому что мы считали, что у нас только единственная правильная система и образ жизни, а у всех остальных это плохое. У нас воспитали неприязнь с детства к слову «частная собственность», не понимая смысла этого слова. Хотя я не знаю такого человека, который не любит свою собственную автомашину, собственную корову, собственного бычка, собственный дом. Как правило, он к нему относится как хозяин, ко всему относится другому как к казенному делу. Так вот, если все суммировать и сказать одним словом, речь идет о том, чтобы все было собственное. Это выгодно и человеку, и государству. Вот на эту экономику мы двигаемся. Если вы, мои земляки, поддерживаете ту линию, которую я ввел до этого, о чем я выше сказал, и поддерживаете курс, который проводит республика, и я как ваш президент, тогда, пожалуйста, отдайте свои голоса за меня. Большое вам спасибо. Я вам желаю всем здоровья крепкого, спокойствия в семье. Передайте привет всем тем, кто не смог сегодня встретиться, что я приехал специально в один из лучших хозяйств в области и республики, чтобы сказать вам огромное спасибо за труд. Пожелать вам всего самого доброго, наилучшего. Счастья вашим детям. Уважаемые друзья, сегодня радостный, торжественный день. Встреча с нашим кандидатом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Кустанайцы его хорошо знают, ценят его инициативу, ценят его передовые мысли и дела. Мы не случайно приехали к вам в Семиозерку, и не случайно приехал в Сулукульский совхоз, потому что здесь живут и трудятся очень хорошие люди. И мы надеемся на то, что хозяйство и район еще лучше будет работать. Сегодня в условиях таких очень тяжелых,
когда не хватает и продуктов питания, и продуктов промышленности, Нурсултан Абишевич принимает все меры для того, чтобы снизить до минимума сегодня негативные явления в нашей жизни, для того, чтобы лучше обеспечить продуктом питания, промышленными товарами население нашей республики. Я думаю и не ошибусь, что все семиозерцы, а не только все семиозерцы, все кустанайцы 1 декабря отдадут свои голоса за первого всенародного президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я вас призываю к этому. Давайте мы покажем свою сплоченность, свое высокое сознание общественного долга, как гражданина многонациональной республики. Давайте мы покажем свою высокую организованность и в день выборов все проголосуем за нашего кандидата. Спасибо большое. Құрметті бауырлар, сіздердің аттарыңыздан, бүкіл Семиозер халқының атынан Нұрекеңе халық үшін денсаулық тілеуге, бақытты болуға, тілек білдіруге рұқсат етіңіздер. 1 желтоқсанда барлығымыз біргісідей Нұрекеңе дауыс беруге шақырамын. Осымен кездесу жиналысы жабық деп есептеймін. Келгендеріңізге көп-көп рахмет, бақытты жақсы болыңыздар. Ya bir bata vereyim canım. Rabbim Allah oldasın, evliyeler koldasın, bak konu bir de yiyorsun, mal basın. Kayıp birin 40 şılte neredeyim bosun yoldasın, tirşilik etken ömürde şamandık olmasın. Emin desin bir işte bergen münabatağa, arvaktır jaklasın, kez kılmasın, jappar katağa. Uzun etsin jasında, katarga kosun basında, betinde jönde bir Allah, kez kılmasın şatağa. Assalamu aleyküm. Alıştan geldin koy. Вы же знаете, что первый космонавт-казах летал туда, поближе. И весь мусульманский мир воспринял, что вот первый мусульманин, оказывается, оказался в космосе. Поэтому вот за добрые пожелания, которые высказал ваш ветеран, большое спасибо от имени вас всех. Аман-сау болыңыздар, көп рахмет бауырлар. Жүректеріңізге, көңілдеріңізге ризамын. Рахмет. Куда пройдем? Извините, пожалуйста, вот вы сейчас только были на встрече с кандидатом в президенты Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Но вот ваше мнение об этой встрече и о нашем кандидате. Пожалуйста, назовите себя. Мнение хорошо, вот мне кажется. Шенгов Николай Фридрихович. Очень хорошее впечатление мне, это, как он выступал, все вот. В общем, очень красиво все, хорошо. Будете голосовать? Обязательно, обязательно, обязательно. Спасибо. Дети, а ну, пусть. Қымбатты қонақтар, сіздерді бүгін Қостанай облысы коллективі зор қуанышпен қарсы алады. Зор бақыт денсаулық тілейміз деп санаймыз. Сіздерді енді цехтарды аралап, жұмысшылардың көңіл жайын танысып, білісуге шақырамыз. Жолдарыңыз болсын. Перспективный, он в 92-й год. 91-й год.
Старик, светишь? В принципе, ветер есть. Пока работаем. Хорошо. Адидас? Адидас. Адидас, точно. Так, еще обратите внимание. Какой? Это натуральный кожа. Конечно. Откуда это? Сейчас же даже шьют пиджаки вот из таких вот. Чем меньше кусочков, тем дороже. Воздушно, модно. Капура можно шить. саласына азуын айға білеген шеврон сияқты алпауыттар бізбен өзара түсіністікпен жұмыс жасауға бел буса, нұр үстіне нұр болар еді. Әрине, бәріне де уақыт керек. Чтоб хоть примерить можно было. Кстати, да, большой сегодня сказал. Надо продавать. На республику идешь? Что в республике? За территорию республики не ехали. Даже Значит, за каждый год у нас темпы роста в натуре 6-8%. это вот зимняя детская. Дети, вот, пожалуйста, тоже детская тоже. У нас ростовка 26,5-24, то есть между Гусариковой и Дашборной. Проблема? Ну, 16, 14. Поднимать вам там дальше. Ты тоже не делаешь? Это все кусочки наши. Кусочек. Чтобы не выбрасывать. 1500 сейчас. Вот. Здесь от расходов. То же самое мальчик. Цену большую поднимать их уже не нужно. Пока держимся. Кстати, тут нету. Комбинированные делать, легкие такие. Правильно, это тоже можно. Я вам говорю, у нас только за счет У вас этого мы детский живем сейчас. ассортимент в объеме сколько процентов? В объем у нас практически на 90%. Ну, она все равно профилирует. Главное детское, да? Главное Главный детский. детский. Вот кроссовки. Хорошие кроссовки. Делают. Подошва откуда были? Апельсиновая наша бригада. Самые отливали? Да, тут Вот две итальянские машины. Итальянская, Да, на итальянском. Вот это подошва. Вот тоже кроссовки. Это тоже нет, не с чего. Это тоже вы отливаете? Вот это мы делаем. Нет. Вот, это взрослая обувь. Это взрослая обувь мы делаем. Только литьевые агрегаты делаем. Покажите. Тут кожа была, вот они освоили. Мы же делаем такие вот. Просто колоссально. Ну, сейчас где-то мы пускаем в пределах 1000 пар. Пришли ручная работа, сейчас оборудование поставили. Ручная? Сейчас оборудование Это поставили. модно. Вот модно эти делаем тоже сейчас. Ну, в основном детская. Ну, вот эти наши ботинки, они уже считаются, давно они специализируются, цех малосерии, натуральный меху, это Вот считается. этот мех, кстати, мы я сегодня сейчас в городе, не покупаем. Такой же, но Сами больно ее полностью вот закрыли. Искусственный? Он сам не искусственный, вот этот шерсть. Да, но вот это сам не кожа. Основан делается. Основа там Под кожей. под кожу, да. Основа другая. Много надомник у нас работает, 65 человек. Это люди, которые... Потому что не Вот, хватает да, людей? да. Людей хватает. Ну, Ну, пенсионеры где-то есть инвалиды, которые просят. Вот мы выпускаем дом. Очень хороший. Вот буквально заготовку готовим, вручную прошиваем. На лите подошву, вот и все. Оперативно. На базаре, наверное, твои тоже продают. конечно, продают. Ну, он фирменный магазин в городе небольшой имеет. Ну как это попадает? Через магазин большинство. Спортивный он делает. Для охотников. Для охотников чехлы делаем тот, что грязно, нестандартно, куда чехлы делаем. Вот вся продукция шелкопрядовская. Матки борцовские, 4000 заполонили область уже, продали. Отходов. Вот Ну, такой это образец маты мы сделали. Маты большие. Весь прямо, мусор, да, весь мир большие туда. делаются. Прямо туда.
Оздоровительный комплекс. Оздоровительный комплекс. Это оздоровительный, У него в комплексе человек сейчас занимается. Правда, видите, можете не говорить. Это спортсмены? Нет, это на любителя. Бобу так. Что ты? Оба теряется. Молодец. Такой, да? Пошло дело. Спасибо, парень. Браво, да, я. Нашему коллективу выпало большое счастье встретиться с кандидатом в президенты Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. Прошу поприветствовать еще раз. Большое спасибо вам за то, что вы собрались здесь, чтобы приветствовать, высказать самые теплые свои чувства. Я столько много выступаю сейчас, читаю в газете, по телевидению. Вот просто я здесь постою, чтобы на меня поглядели на живого. Только что были мы в Семиозерном районе, встречались с сельчанами. Сегодня будет встреча большая, Кустаная. Там я собираюсь рассказать, ответить на вопросы. Время сейчас тяжелое для всей страны, для Казахстана тоже, для нас с вами. А вот вы работаете на таком предприятии, которое как раз очень нужно людям. Я сейчас говорю, вот в Казахстане мы выпускаем 42 миллиона по обуви. Куда же они деваются все? По нормам, оказывается, надо на каждого жителя по 3 пары выпускать, тогда будет более-менее. Потому что если мы в республике выпускали 52-55 миллионов пар, тогда было бы лучше. Видите, вот, иностранцы вас снимают. Думаю, что, несмотря на то, что такое тяжелое время, которое мы переживем, будем переходить на рыночную экономику. И это всех нас страшит, конечно, немножко. Тяжело будет на первых порах. То есть сейчас тяжело на обувь поднимать, чтобы вы жили нормально, имели хорошую зарплату, строили жилье, детские сады, правильно? А когда пойдете в магазин, будете меня критиковать, что обувь дорогая. Были, чтобы сам рынок его регулировал. Это как во всем мире. Думаю, что, несмотря ни на что, мы в Казахстане, самые многонациональные республики нашей страны, должны сохранять доброе. Это огромная область, которая имеет огромное значение для нашего Казахстана. Не только как область, которая является житницей на громадной территории, но и как область огромного промышленного значения. Поэтому, как мне директор сейчас рассказывал, здесь посмотрим девчата, женщины, свадьбы каждый день, свадьбы. Каждую неделю и в декретном отпуске сколько человек сейчас? Это очень хорошо, потому что все же люди живут, люди уверены в завтрашнем дне. Поэтому что я хочу, поскольку здесь девушки, женщины, я вам от всей души желаю счастья в жизни. Я со своей стороны ту политику, которую вы веду, вы знаете ее, обещаю вам вести дело в Казахстане так же и сделать все для того, чтобы выработать такие программы, такие моменты, чтобы мы
пережили переходный период на нормальную рыночную экономику и улучшили жизнь казахстанцев и дальше. Я это вам обещаю. Если вы то, что делается в республике, то, что я все эти годы делал, я же для вас не новичок, вы же меня знаете, что мне распинаться перед вами здесь. Если вы все это одобряете, то я вам обещаю продолжать и дальше в таком духе работать. Если вы это одобряете, тогда за меня отдайте голоса, пожалуйста. Все время мне выступать Может быть, вот девчата хотят что-то сказать, да? Если будут желающие, конечно, какой разговор. Дорогие друзья, я хочу несколько слов сказать и подчеркнуть особо важное значение политики, которую проводит Нурсултан Абишевич, и практической деятельности — это дружба народа. И особенно женщины всегда в жизни, в отличие от нас, мужчин, переживают глубоко трагедию вот этого времени. Время войны, время междоусобиц и так далее. Надо отдать должное. Вот та спокойная, деловая, полностью соответствует нашим с вами чаяниям. Если посмотреть на коллектив вашей фабрики, здесь десятки национальностей. Вы друг 17? Ну вот я не ошибся. Мы сегодня, несмотря на величайшие трудности в стране, живем с вами, но в сравнении с другими значительно лучше. У нас с вами сегодня есть и хлеб, у нас с вами есть макароны и крупы. Меньше, скажем, чем хотелось бы, мы имеем с вами мясо, но все-таки мы имеем мясо. Мы с вами нормально живем, почти нормально с молочными продуктами. Конечно, это достается все нелегко. Я вам прямо скажу, что мы с великим трудом будем выходить вот с этой зимовки, но у нас есть уверенность, потому что наши цели и задачи кустанайцев не расходятся с задачами всей республики. Мы по-братски делимся с другими городами. К нам отношение уважительное и с пониманием со стороны руководства республики, прежде всего Нурсултана Абишевича. Тяжелый был для нас год, который уходит. У нас была страшнейшая засуха, но все-таки мы думаем, что и в республике, и в области ни о каком голоде мы речи вести не должны. Мы должны нормально вас прокормить. Вторая очень мощная сторона деятельности Нурсултана Абишевича — это скрытый путь будущего. Мы должны заинтересовать трудового человека в результатах своего труда. У вас, я знаю, зарплата высокая. 800 почти рублей на каждого работающего. Но я помню первый мой визит на вашу фабрику, когда вы... Товаром, который они перекупают, нам поставляют его, и мы переплачиваем 25% сверху. Ну почему? А этот товар, который они берут, они, значит, приобретают его также в государственных предприятиях. Почему наши торговые точки не могут обеспечить нас этим товаром по госцене? Почему мы должны их переплачивать? Вот наши коммерческие магазины тоже завалены товаром полностью. Там товар, ну очень много товаров. Но товар такой очень дорогой, обувь до 1500 доходит. Я думаю, этот вопрос будут задавать обязательно. Опять же вопрос о свободном. Добрый день, Нурсултан Абишевич. Но у меня вот такая просьба от коллектива, потому что только мы одни шьем национальную обувь и чаи. И мы не предоставляем этот товар нашей республике ни по своей вине, ни по нашей вине, а по вине товара. Мне такая просьба, это не первый год, особенно вот за 91 год, вот к концу 91 года, нам не допоставили товара 2 миллиона квадратных сантиметров, из которого, да, шеврета, из которого мы могли бы 40 тысяч сшить пар птичьих. И по всей республике у нас одна фабрика вот пошивает эти национальные чаи. Мы неоднократно обращались и в концерт, и на завод, и на вашу не писали письмо, но помощи еще не было. И вот от коллектива лично меня... Можно заниматься, значит?
Тоже